Наши предки говорили, что в груди сосредоточена сущность человека. Тогда они не знали, что именно там находится, но понимали важность. Чаще всего люди говорят о сердце, но в грудном отделе находятся другие органы, которые играют не менее важную роль. Например, легкие, снабжающие кровь кислородом. Именно изучению и лечению патологий легких занимаются торакальные хирурги. У данного пациента образование нижней доли правого легкого, подозрение на онкопроцессы. Оперируем практически все. И онкологию, и туберкулез, и неспецифические эти процессы, улезные эмфиземы, абсцессы легкого, плевриты, пневмоторакс. Все, что к вам попадает. Чермен Коков – торакальный хирург со стажем. Медицина заинтересовала его еще в детстве. Дед и младший брат были военными врачами. Некоторое время работали в КБСП. Двоюродные дяди и тети тоже носили белые халаты. Поэтому после окончания школы Чермен Черменович сразу подал документы в Северо-Осетинскую государственную медицинскую академию на лечебный факультет. В тот момент это был мединститут. Медакадемия она стала позже. Поступал я в 92 году, а закончил медакадемию уже в 98-м. Студенческие годы были самыми сложными, но очень интересными. Наш герой любил учиться, тщательно готовился к каждому зачету и экзамену. Благодаря преподавательскому составу все лекции проходили интересно, занимательно и на одном дыхании. Я бы не стал как-то кого-то там выделять, кого-то принижать. У нас очень хороший был преподавательский состав. Они старались с душой нам все объяснить, показать, донести до нас. Были, конечно, такие очень интересные лекторы, как Брин. Он, безусловно, один из, наверное, лучших лекторов был в мое время в медакадемии. У него достаточно мощные, интересные лекции были. После его лекций можно было даже не заглядывать в учебник. То есть так все доходчиво и популярно он объяснял. Во время обучения Чермен Черменович не сталкивался с направлением торакальной хирургии. В тот момент она не была достаточно развита в Северной Осетии, но несмотря на это, выбор пал именно на эту специальность. Потому что неизведанная такая отрасль была для нас. И когда я был в Москве и смотрел за работой торакальных хирургов, мне очень заинтересовала эта специальность, работа на легком, на грудной клетке. Поэтому я выбрал путь торакального хирурга. Это было после окончания института, после окончания интернатуры. Я заинтересовался торакальной хирургией, проходил специализацию в научно-исследовательском институте на Яузе. Там есть институт фтизиатрии. Там были такие профессора, как Иванов, Дмитрий Борисович Гиллер, наш земляк там работал, Казбек Васильевич Токаев, который тоже внес свой вклад в развитие торакальной хирургии нашей республики. Коков был в приятном восторге. Новые технологии впечатляли, а методики лечения удивляли молодого специалиста. Например, работа с туберкулезными больными требовала иного подхода. Работа с туберкулезными больными, она отличается от работы, допустим, общей лечебной сети. Сами больные туберкулезом, они очень сильно отличаются от обычных пациентов. Помимо того, что само заболевание, оно непростое, помимо этого еще и психология больных немножко другая. Очень часто больных приходится уговаривать, объяснять о необходимости оперативного лечения туберкулеза. Поэтому свои сложности есть. Именно поэтому торакальный хирург должен быть хорошим психологом, чтобы найти подход к каждому больному и убедить его пройти необходимое лечение. Когда больной, допустим, поступает к нам на лечение, не только хирургическое, даже терапевтическое лечение, они находятся в таком некотором шоковом состоянии, потому что для многих туберкулез это все-таки своего рода шок. Поэтому их надо убедить, поговорить с ними в необходимости лечения. Лечение при туберкулезе достаточно длительное. Это где-то 6-8 месяцев в среднем, в зависимости от формы туберкулеза. Не каждый человек может выдержать такой длительный процесс лечения. Очень многие срываются, очень многие прекращают свое лечение, уходят домой, убегают.
Вот этот момент надо как бы преодолеть. Чаще пациенты обращаются в обычную лечебную сеть с определенным недомоганием. У больных туберкулезом при незапущенных случаях не бывает жалоб, делится наш герой. У многих больных, допустим, их выявляют при профосмотре, при сдаче медсправки на права, на оружие, допустим, да, когда проводят медосмотры. Бывает такое, что выявляют. И как таковых жалоб у них не бывает. У них, может быть какой-то редкий кашель, какая-то слабость небольшая и все. Таких ярко выраженных жалоб нет. И поэтому, не воспринимая критично свое состояние, они считают, что и лечить этот процесс не обязательно. И тоже играет, как говорится, против нас. К счастью, случаев заболевания туберкулезом становится меньше, делится наш герой. Это заслуга и активной диспансеризации населения. Появилась более ранняя выявляемость. Сложно угадать две вещи – женское настроение и то, во сколько торакальный хирург выйдет из операционной, шутит Чермен Черменович. Самая долгая операция длилась 10 часов. Предполагаемый объем работы может быть один, но уже в процессе ход операции может в корне измениться. В таком случае следует проявить больше внимательности и терпения. Осложнять могут те же самые спаечные сращения, о наличии которых мы предполагаем, но насколько они выражены, насколько все это запущено, мы 100% знать не можем. Поэтому физическая нагрузка, конечно, идет большая. И физическая нагрузка, и психологическая нагрузка, и операции в среднем где-то от 3 до 5 часов. Это средние такие у нас цифры по оперативному вмешательству у туберкулезных больных. Конечно, справиться с нагрузками помогает положительная динамика в лечении. Это самое приятное для хирурга, когда пациент поправляется и возвращается к своей семье здоровым. Называть хирурга черствым ни в коем случае нельзя, хотя без хладнокровия не обойтись. Это помогает поставить больного на ноги. Они меньше обращают на капризы больных для достижения именно положительного результата в лечении больного. Во время работы в научно-исследовательском центре на Яузе наш герой проводил операции полостного типа, другими словами, при открытом доступе к грудной клетке. Сейчас тенденция идет к малоинвазивному доступу, то есть к торакоскопическим операциям. Также в последнее время наши специалисты используют мини-доступ. Одна из таких характерных особенностей поражения легких при туберкулезе – это выраженный спаечный процесс. То есть возникают сращения между легким и грудной клеткой. И зачастую больше половины операций мы боремся с этими спаечными сращениями. То есть нам приходится большую часть операции выделять легкое из этих спаечных сращений, а потом уже проводить резекцию определенного участка. И это затрудняет малоинвазивные доступы, то есть торакоскопически туда не зайдешь из-за того, что выраженный спаечный процесс. Поэтому при туберкулезе все равно приоритетнее остаются именно полостные операции. Операции по удалению туберкулеза отличаются от других легочных патологий. Здесь есть один важный нюанс, рассказывает Чермен Черменович. Обычно операции, они по такому принципу. Резекция в пределах здоровых тканей. Допустим, при онкологии процесс резекции происходит в пределах здоровых тканей. В туберкулезе это понятие условное, потому что мы при туберкулезе убираем основной источник, то есть где эти полости распада, деструктивные изменения, туберкуломы. Но помимо этого туберкулез поражает всю легочную ткань. И она уже бывает условно здоровая легочная ткань. То есть воспалительный процесс идет по всему легочному полю.
И здоровой ткани как таковой там в принципе уже нету. Вот. Поэтому свои какие-то особенности в этом есть. Операции при туберкулезе проводятся после терапевтического лечения, рассказывает Чермен Черменович. Консервативную терапию назначают фтизиатры. Легкая бывает готова к резекционному методу лечения. Острый воспалительный процесс бывает снят. Иначе риск появления осложнений значительно выше. Когда их состояние улучшается, когда уже инфильтрация в легком либо рассасывается, либо уменьшается, мы уже тогда оперируем именно определенно непосредственно тот участок, в котором сохраняются изменения, такие как там полости, деструкции, туберкуломы или там казиомы. То есть убираем основные очаги. «Без коллектива никуда», — говорит Чермен Коков. «Ни одна операция не пройдет успешно. Каждый специалист как определенная деталь в важном механизме – в лечении пациента». Хирург один, без анестезиолога, без операционной медсестры, без ассистента ничего не сделает, это же понятно. Это хирургическая бригада, операционная бригада. То есть тут слово «бригада» ключевое. То есть все работают над одной целью. Одно звено выбей, и уже мы не получим положительного результата от того, к чему мы идем. Без нормального, грамотного анестезиолога ты операцию, какую бы блестящую ты ни сделал, вы больного можете потерять. Или будут осложнения. Много зависит от ассистента. Очень много зависит от операционной медсестры, которая должна вовремя подать тебе нужный инструмент, которая знает ходы операции, последовательность операции, какой инструментарий нужен. Потому что на операции нельзя терять время на какие-то поиски инструментария, размышления и тому подобное. Это должна быть четко слаженная работа. Каким бы опытным ни был хирург, периодически необходимо проходить курсы повышения квалификации. К ним Чермен Черменович относится очень серьезно. Не только дистанционно, мы часто выезжаем в тот же самый НИИ фтизиатрии, который на Яузе, мы очень тесно с ним контактировали все эти годы. Вот. Помимо этого проводятся конференции по фтизиатрии, по торакальной хирургии. Мы стараемся участвовать, стараемся выезжать, смотреть, перенимать опыт научно-исследовательских институтов. От больших нагрузок на работе следует правильно отдыхать. В свободное время Чермен Коков любит отдыхать на природе, ездить в горы и лес. Но даже там не забывает отвечать на звонки и консультировать. Даже когда мы бываем дома, все равно к нам часто звонят с работы по каким-то вопросам. Вот. Звонят родственники пациентов тоже по каким-то вопросам. То есть даже находясь дома, даже находясь на отпуске и там где-то в поездке, все равно я поддерживаю тесный контакт с работой. Все равно мы контролируем своих пациентов, созваниваемся, узнаем, как у них там динамика, как идет процесс лечения. Потом звонят родственники, спрашивают про состояние своих наших пациентов. Супруга Чермена Черменовича тоже врач. Профессиональная атмосфера сохраняется даже дома, шутит наш герой. Я не могу сказать, что это плохо, не могу сказать, что это хорошо, это что есть, то есть. Как есть, так есть. Возможно, внешне хирург кажется сдержанным и невозмутимым, однако все его мысли направлены исключительно на лечение пациента. Только такой подход помогает вылечить больного и повысить качество его жизни.